Исраил Баркинхоев работает водителем с 1981 года, а с 2001 управляет общественным транспортом. За эти десятилетия через его маршрут прошли тысячи пассажиров. Свои 64 Исраил по-прежнему выходит на линию каждый день. Никогда не нарушал свои графики, все время добросовестно работаю. Ну и пассажиры в этом довольны. Помните ли вы свой первый рабочий день? Хорошо помню. Тогда очень много народу было здесь. Со стороны Чечни тогда наплыв был большой. Мы работали по городу. Народу много было очень. Исраил Баркинхоев не только опытный водитель, но и многодетный отец. У него 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Образование Исраила также связано с вождением. Я учился в Чермении, тогда училище было, 3 года. Сейчас-то 2-3 месяца учатся и водительские права получают, а мы 3 года учились. Поэтому мы технику знаем хорошо свою. За годы работы Исраил успел практически объездить всю республику. Он работал на направлениях Назрань-Сунджа, Назрань-Икажево, ездил по межрегиональному маршруту Назрань-Кисловодск. Сейчас его путь проходит по линии Назрань-Карца. Предприятие «Ингуш-Транспорт» ежедневно обеспечивает десятки рейсов по всей республике. Работа водителей здесь расписана по минутам. Каждое утро маршрут Исраила Баркинхоева начинается именно отсюда. С 6:30 утра до 7 вечера он довозит десятки пассажиров и успешно выполняет 4 рейса. Исраил Баркинхоев признается, что идет на работу с удовольствием. Пассажиры часто оставляют положительные отзывы, что очень его радует. Возить людей, общаться с людьми. Самое главное это. А работу свою любить надо обязательно. Кто свою работу не любит, это, по-моему, ему тяжело будет в жизни. Руководство «Ингуш-Транспорт» отмечает Исраила как надежного и ответственного сотрудника. В честь профессионального праздника лучшие работники транспорта общего пользования будут награждены грамотами от главы республики и руководства предприятия. Мы его направили туда, на Карцая, пригородный район, эксуалани, Бог без маршрут. Заметочки, без замечаний, Бог без вот, Богу уже идем. Вот прям. В республике сейчас действует 68 маршрутов, и нехватка транспорта по-прежнему остается одной из основных проблем. Но уже в следующем году ожидается поступление 30 единиц общественного транспорта, что значительно улучшит ситуацию. Мария Амбата, Рахим Икажев, Магаз 24.